Мой доклад будет на русском языке. Меня зовут Ерболан Саган, и сегодня я представляю вам научно-практический доклад на тему иммуномодулирующие свойства кобыльего молока. Кобылье молоко у нас на протяжении веков принималось в народной медицине, особенно в Центральной Азии. Сегодня его уникальный состав и воздействие на иммунную систему активно изучается в научной среде. И я хочу предоставить результаты как международных, так и наших собственных исследований. Иммунная система – это у нас многоуровневый, очень тонко регулируемый механизм. Он защищает наш организм от бактерий, вирусов, паразитов, опухолевых клеток и грибков. Однако в последние десятилетия мы видим устойчивый рост числа аутоиммунных заболеваний, хронических воспалительных изменений, а также иммунодефицитных состояний, как и возрастных, так и вторичных. Это приводит к повышенному интересу к естественным иммуномодуляторам. Это у нас вещества природного происхождения, которые регулируют наш иммунитет мягко и физиологично. Одним из таких средств является кобылье молоко, продукт, обладающий доказанным биологическим и иммунным потенциалом. Разберем биохимический состав кобыльего молока. Прежде всего, это у нас белки, около 2%. В отличие от коровьего молока, в составе кобыльего молока преобладают сывороточные белки, а не казеин. Это делает его очень легко усваиваемым и менее аллергенным. Основным у нас белкам относятся лактоферин, лизоцим, иммуноглобулины А, G, М, D и И. Они участвуют в иммунных реакциях организма. Следующее – это у нас жиры. Содержат омега-3, омега-6, которые участвуют в синтезе противовоспалительных медиаторов. Также включают фосфолипиды и витамины жирорастворимые. Это А, Д и Е. Следующее – это у нас углеводы, около 7%. В основном лактоза, также олигосахариды, способствующие росту бифидобактерий и лактобактерий. Это у нас ключевые элементы нашей кишечной микрофлоры. Следующее – это у нас витамины и минералы. Как и уже я упоминала ранее, это у нас жирорастворимые витамины А, Д, Е. И также витамины В и С группы. Также наблюдается у нас в составе кальций, магний, селен, железо и цинк. Это микроэлементы, которые напрямую участвуют в иммунных реакциях. И последнее – это у нас биологически активные пептиды и ферменты. Они также, в свою очередь, обладают антимикробной и антиоксидантной способностью. Также обратимся теперь к анализу мировой литературы. У нас проведено очень много исследований, и первое исследование это у нас было сделано Фокелем. Было проведено, отобрано 23 пациента с атопическим дерматитом. Они употребляли 250 мл кобыльего молока ежедневно в течение 16 недель. Результаты очень удивительные. Снижение зуда, индекса скорот на 30%, увеличение количества бифидобактерий с 4,6% до 11,9%. Что это же нам демонстрирует? Это уменьшение кожного воспаления, это поддержка кишечной микрофлоры и общее снижение системного воспаления. А также мы можем заметить, что кишечная микрофлора оказывает сильное влияние на иммунную систему. Также увеличение бифидобактерий на фоне приема кобыльего молока указывает на модификацию микробиоты кишечника, также усиливает функцию нашей иммунной системы. Хорошо, теперь, таким образом, мировая литература признает кобылье молоко как биомодулирующий агент и системным действием. Из всего вышеуказанных данных мы можем выделить основные механизмы иммуномодуляции кобыльего молока. Это первое, это у нас активация врожденного иммунитета. Лизоцим, в свою очередь, который в составе кобыльего молока, разрушает бактериальные стенки и активирует фагоциты. А лактоферин лишает микробные агенты железа, тормозя их рост и усиливает активность нейтрофилов и макрофагов. Следующее – это у нас поддержка адаптивного иммунитета. Иммуноглобулины А и G повышают устойчивость к инфекциям и усиливают их антиген-презентацию. Дальше, это у нас противовоспалительный эффект. Биопептиды и жирные кислоты в составе кобыльего молока, они подавляют выработку противовоспалительных цитокинов, таких как ТНФ-альфа, интерлейкин-6, и стимулируют противовоспалительные, включая интерлейкин-10. Следующее – это у нас антиоксидантный эффект. В составе кобыльего молока мы упоминали витамины А, С и Е и микроэлемент селен, которые предотвращают повреждение
иммунных клеток свободными радикалами. И последнее – это у нас поддержка микробиоты. Олигосахариды питают наши полезные бактерии, укрепляя кишечный барьер и слизистый иммунитет. Теперь, когда мы уже разобрали состав, доказательства из мировой литературы, механизмы его действия, я бы хотела предоставить наше собственное исследование, проведенное в Казахстане. Как база исследования у нас была отобрана медсанчасть ТО корпорации «Казахмыс» города Жезказган. Целью нашего исследования была оценка влияния кобыльего молока у горнорабочих с пылевым бронхитом. У нас было отобрано 19 человек. Курс длился 6 месяцев, и дозировка составляла 20 грамм сублимированного кобыльего молока 1 раз в день. Так, теперь разберем результаты нашего исследования. Сперва разберем клинические результаты. До применения кобыльего молока у пациента наблюдалось частый сухой кашель, иногда с незначительным количеством вязкой мокроты, одышка при физической активности средней степени, жалобы на утомляемость, снижение работоспособности, а также аускультативная картина была ухудшена и наблюдалось жесткое дыхание и единичные сухие хрипы. Что же наблюдалось после 6-месячного курса СКМ? У нас существенное снижение частоты и интенсивности кашля. Также практически полное исчезновение одышки при обычной физнагрузке. Также у пациента повысилась общая работоспособность, снизилась утомляемость, а аускультативная картина в разы улучшилась, потому что у пациентов дыхание стало мягче, хрипов вообще не выслушивалось. Теперь лабораторные показатели. Мы отметили лабораторные показатели клеточного иммунитета и гуморального иммунитета. На этой таблице у нас представлена общая картина. Теперь разберем его отдельно. Сперва это клеточный иммунитет. До применения кобыльего молока нам тут отмечено, что Т-хелперы составляют 33,1%, цитотоксические клетки 37,8%, иммунорегуляторный индекс или же ИРИ у нас составляет 1,8%, активированные Т-лимфоциты у нас 18%, а также натуральные НК-клетки или натуральные киллеры составляют 26,7%. Что же наблюдается после применения, либо же после 6-месячного курса? Т-хелперы увеличились до 39,1%, цитотоксические клетки снизились до 33,6%, ИРИ повысился до 1,63%. Это показатель. И активированные Т-лимфоциты снизились до 9%, это на 50% они снизились. И НК-клетки снизились до 17,3%. Следующее. Это у нас гуморальный иммунитет. До курса с сублимированным кобыльим молоком иммуноглобулин А составлял 0,3% грамм на литр, иммуноглобулин G 17,5 грамм на литр, Б-лимфоциты 9,8. После курса 6-месячного у нас наблюдается повышение иммуноглобулина А до 1,3 грамм на литр, это в 4,3 раза выше. Иммуноглобулин G снизился до 3,7, это в 4 раза ниже. И Б-лимфоциты выросли до 11,3%. Так, сделаем же вывод. Значит, у нас повышение Т-хелперов и ИРИ указывает на признак активации защитного звена, а снижение цитотоксических клеток это нам указывает на уменьшение воспалительной нагрузки. А упомянутые мной НК-клетки также свидетельство снижения стрессовой активации нашей иммунной системы. А иммуноглобулин А, повышение его значит, показывает нам усиление мукозального иммунитета, это дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Снижение иммуноглобулин G, возможно, это у нас наблюдается снижение хронической воспалительной стимуляции, и умеренный рост Б-клеток, это указывает нам активацию гуморального звена в физических пределах. Также мы заметили улучшение клиники и лабораторных показателей. И это нам показывает, что кобылье молоко – это клиническая эффективность кобыльего молока как иммуномодулирующее средство. Следующее. У нас иммуномодулирующее свойство кобыльего молока наблюдается не только у пациентов с пылевым бронхитом, также у детей с ослабленным иммунитетом наблюдается повышение иммуноглобулина А и G, снижение частоты ОРВИ и улучшение общего аппетита. У пациентов с аллергическими заболеваниями улучшение состояния при атопическом дерматите, снижение иммуноглобулина Е и восстановление баланса TH1 и TH2 лимфоцитов. Также применяем у онкологических пациентов
как дополнение, у них наблюдается поддержка иммунитета во время химиотерапии, снижение риска инфекционных осложнений и повышение общего жизненного тонуса. В геронтологии кобылье молоко служит как поддержка иммунного ответа у пожилых, замедление возрастных изменений и также снижение частоты воспалительных заболеваний. Эти все данные подтверждаются как и международными публикациями, так и реальной практикой. Все вышесказанные результаты у нас позволяют рассматривать кобылье молоко как доступное, природное и физиологичное средство иммунной поддержки. Его применение особенно актуально в условиях хронической воспалительной нагрузки, экологических факторов и физического перенапряжения и профессиональных рисков, как это было указано на примере горнорабочих. Как заключение, хотелось бы сказать, что в кобылье молоко природа заложила очень удивительный потенциал, способность не только питать, но и восстанавливать. Это не просто функциональный продукт, это мост между традиционной мудростью и доказательной медициной. Благодарю вас за внимание и всем желаю здоровья, вдохновения и иммунитета, который выдержит все любые нагрузки. Спасибо. Рахмет. Да, это очень у нас интересный тоже доклад. Ансаган Ерболкызы, но несмотря на такое, еще является врачом-интерном и проводит такие исследования, это, конечно, всегда мы приветствуем. Вот такой же это. Но я так думаю, здесь вопросы, да, есть? Вопросы. Но сейчас тогда у меня есть вопрос к вам. Я хотел бы узнать, когда вы не думаете, у молодых тоже профессора учатся. Когда профессор говорит, я все знаю, это не профессор. Потому что уже не профессор, развития не будет никакое. Вот поэтому великие люди говорили, я в этот мир пришел, ничего не зная, от этого мира я ухожу, ничего не зная. А в самом деле и математики были, физики были, и медики были. Вот поэтому у нас тоже хотел бы узнать. Как вы считаете, в чем же проявляется механизм действия на клеточный и гуморальный иммунитет именно в кобылье молоко? И что входит в клеточный иммунитет и в гуморальный иммунитет? Это у нас прямую зависимость имеет от биохимического состава кобыльего молока. Как и ранее упоминала, у нас белковый состав, углеводный состав, жировой состав кобыльего молока очень богат. И изначально я упоминала о лизоциме и лактоферине, которые именно они у нас действуют на бактериальные стенки и активируют именно фагоциты. А именно лактоферин воздействует на клеточный иммунитет, на нейтрофилы и макрофаги. Также у нас адаптивный иммунитет поддерживается за счет иммуноглобулинов, а иммуноглобулинов у нас достаточно в составе кобыльего молока. Это иммуноглобулин А, G, М, D и Е. И, конечно, благодаря такому величественному составу у нас и образуется устойчивость к инфекциям и усиливается, в принципе, их антиген-презентативность, которая отражается на гуморальном иммунитете. Хорошо, тогда еще такой вопрос возникает. Раз на таком же профессиональном уровне вы уже проводите, по МКБ-11, да, мы пользуемся, международная классификация болезней. Там есть нозологическая форма пыльцевой бронхит или нет? По МКБ? Нет. Нет. Имеется только хронический бронхит пылевого генеза. Я сейчас также видел именно пыльцевой бронхит, вот же написано это же было. Или там новый что-то вы включили. Это значит у взрослых, это значит хронический бронхит. Да, да? Ага. Просто тут у нас наблюдались значит, если вы в научном этом же, обязательно нужно уже указать по МКБ, которым мы пользуемся, вы профессионал, вы уже врач, несмотря на это уже как раз мы можем. А в отношении механизма действия на гуморальные клеточные, значит, не только их бактерицидные же свойства, сейчас вы здесь показали, у них
кобылье молоко мелкодисперсное, именно что казеина больше, белки, которые играющие формирование иммунитета. Иммунитет откуда берется? От белков берется. Вот поэтому. А коровье молоко крупнодисперсное, казеин, которое антигенным свойством больше обладает, и часто у нас являются различные, если также брать, диатезы и так другие. Рахмет, если вопросы будут по ходу, еще мы обсудим. Вот поэтому очень интересный, хороший доклад был. Вы молодец. Спасибо. Садитесь. Да.